Под председательством главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и заместителя гендиректора по работе с органами власти и регионами «Газпроммежрегионгаз» Юрия Пахомовского прошло совещание по вопросам газоснабжения в регионе. Глава Ингушетии призвал всех его участников к откровенному и конструктивному диалогу. Он выделил ряд позиций, по которым необходимо провести анализ и совместно разработать механизм улучшения показателей. Также он отметил готовность региона к решению проблемы с задолженностью. Сдвиги к лучшему есть, но происходят они очень медленно. Принятые меры позволили несколько повысить оплату текущего потребления газа, сказал он. В свою очередь Юрий Пахомовский отметил, что в Ингушетии за последнее время выполнен большой объем работы по улучшению качества учета поставляемого населению газа, информированию абонентов, взысканию неуплат. Эти и другие принятые меры позволили повысить платежную дисциплину населения и собираемость платежей. Генеральный директор «Газпроммежрегионгаз» Назрань Дмитрий Осетров в ходе совещания ознакомил присутствующих с развернутым анализом итогов работы газовых служб за 10 месяцев текущего года. Так, по его словам, за январь-октябрь 2019 года в Ингушетию поставлено 544 миллиона кубометров газа на сумму более 3 миллиардов рублей. Оплачено 882 миллиона рублей. Уровень оплаты от поставляемого газа составил 27%, от реализованного газа 54%. Источник повышенной опасности, он везде. Ну, незаконно. Знаете, что такое незаконно? Да чтобы газ проложить, надо проект составить, технические условия соблюсти. А для чего это делать? Для того, чтобы вот как раз не произошло то, что происходит. С главами переговорите. Пусть они людям разъяснят. Ну, просто скажите, что вот в таком населенном пункте беда, вот там беда, вот здесь беда. И вот эти железяки, покажите их, специалисты вам дадут. Не говорите, вот, потому что вот этот шланг был, и нарушены все возможные технические условия, которые должны были подключены быть оборудование или агрегат какой-то потребления газа. Никто не застрахован до несчастного случая. Но есть вещь одна. Надо четко понимать, что технические условия надо соблюдать во всем. У нас большое количество абонентов, и в этом плане проведена колоссально серьезная такая работа вместе с главами администрации районов, городов, о том, чтобы у нас появились везде по кодам ФИАС адреса, нумерации домов, а значит появились абоненты. Сегодня мы этим абонентов находим, фиксируем, выставляем им счета. Вот есть условно текущая задолженность, и эту задолженность будем как-то пытаться понизить. Наша задача сегодня не нарастить.